Время актуального интервью. В городах и районах Якутии в эти дни завершаются традиционные выездные отчеты исполнительных органов региональной власти. О том, как меняется формат общения власти и населения, какие проблемы больше всего волнуют якутян и каким выводам и решениям приходят после таких встреч представители Кабмина. Об этом мы поговорим сегодня с председателем правительства Якутии Владимиром Солодовым. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. В каких районах и скольких населенных пунктах вы побывали за время отчета и насколько жизнь в разных селах и городах Якутии отличается между собой? Я хотел начать с того, что в эти дни действительно проходит уже 22-й по счету отчет правительства Республики Саха-Якутия. Он проходит, с одной стороны, в традиционном формате. Мы, как и в прошлые годы, посещаем каждый, без исключения район, каждый населенный пункт с тем, чтобы ознакомиться с тем, как живут наши граждане, какие вопросы их волнуют, рассказать про основные достижения 2019 года и свериться по главным задачам на 2020 год. В то же время целый ряд нововведений, целый ряд инноваций в этом году уже реализуется. В первую очередь он связан с тем, что мы второй год подряд начинаем отчет с большого прямого эфира. В течение 3 часов марафон, в котором мы, члены правительства, все отвечаем на вопросы граждан. После этого важно отметить, что во время отчетов мы активно также продолжаем применять средства телекоммуникации там, где достаточно хорошо развит интернет. Ведется трансляция через соцсети. Я всегда транслирую в прямом эфире Instagram. Кроме того, мы стараемся подключать видеоконференц-связи, отдаленные на слега, для того, чтобы жители могли услышать, что называется, всю группу в полном составе, задать свои вопросы, и сами жители районного центра могли бы ознакомиться и сравнить свои вопросы с вопросами жителей отдаленных сел. Вопросы сами достаточно традиционные, волнуют граждан примерно те же самые вопросы. Это уровень жизни, рост цен на продовольственные продукты и особенно на транспорт, перелеты, это касается в первую очередь удаленных районов. Это благоустройство жилья, подключение к централизованному отоплению и развитие качества жилья. И, конечно, это вопросы социальные, образование, здравоохранение, то, что составляет основу жизни любого гражданина, вне зависимости от того, живет ли он в городе Якутске или в отдаленном арктическом поселке. Активно ли население ходит на такие встречи, как граждане к ним вообще относятся? Однозначно могу сказать, что да, отчеты правительства вызывают большой интерес у граждан. И это подсказывает нам, что, несмотря на развитие телекоммуникаций, важно все равно продолжать нам посещать районы. И несмотря на то, что много звучит предложений, давайте проводить только из города Якутска, я считаю крайне важным формат выездной сохранить. Другое дело, что мы всегда думаем над совершенствованием и над развитием. И я лично глубоко убежден, что нам нужно постепенно расширять формат отчета правительства на весь календарный год, чтобы мы не спрессованно вот так в течение месяца все разъезжались по деревням и селам, а чтобы мы в течение всего года, общаясь с жителями, выезжая в различные районы, могли рассказывать о результатах и получать, так скажем, наказы от наших граждан. Но, еще раз повторю, сам интерес, количество вопросов и ценность живого диалога, они крайне высоки. И они ценны для нас, для членов правительства, потому что позволяют выверить по этому барометру верность нашего пути. Я вижу, что они ценны, интересны и гражданам нашей республики по обратной связи. Давайте немного более конкретно остановимся на вопросах, которые чаще всего волнуют якутян. Какие вопросы задают, какие проблемы волнуют, схожи ли они между собой в разных городах и селах? Безусловно, каждый поселок, каждое село имеет свои черты, свои особенности, свои объективные характеристики в силу географического положения. Самым наглядным здесь иллюстрацией может быть транспортная доступность. Мы видим, что в последние годы очень активно развивается наземная инфраструктура в центральной части Якутии, и здесь все реже звучат вопросы относительно дороговизны авиабилетов. Понятно, что они замещаются автомобильным транспортом, больше вопросов поднимается по качеству дорожного полотна, и уже сегодня, я общаюсь с взрослым населением, так скажем, допустим, Чарапчинского района, они уже вспоминают как такой курьез непонятной молодежи, что буквально 15-20 лет назад, чтобы добраться из Чарапчи в Якутск, нужно было огромную очередь выстаивать в аэропорту, чтобы попасть в Ваннушку, Ван-2 и перелететь, потому что наземного пути как такового не существовало. Сегодняшняя молодежь, конечно, имеет совсем другие
приоритеты, для них дорога является очевидной и такой, само собой, разумеющейся благом. Все больше ставится вопрос про доступ к сети интернет. Это тенденция последних лет, и она абсолютно справедливая, потому что сегодня качество жизни, развитие предпринимательства, рабочие места, качество здравоохранения, образования напрямую завязано на сеть интернет. Там, где нет интернета, вопросы эти стоят особенно остро. Я буквально вчера ночью вернулся из Нижнеколымского района, поселок Черский, село Походск посещал. И, наверное, это один из тех районов, в которых интернет хуже всего доходит, и там наиболее остро вопрос этот ставится. Понятно, что не все возможно решить единоразово. Есть объективные сдерживающие факторы, такие как крайняя удаленность, отсутствие сейчас оптиковолокна и дороговизна и ограниченность спутникового ресурса. Но мы понимаем, что это приоритетная задача, и именно над доступом к сети интернет, особенно вот в таких труднодоступных арктических районах, мы будем работать в первую очередь. Кроме интернета, по каким направлениям в арктической зоне вы считаете следует сделать упор и по каким уже на сегодня направлениям ведется работа в этом плане? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в последние годы Арктика, приоритет Арктики был еще раз подтвержден и на уровне республики, и, что важно, на уровне федерации. В прошлом году было создано Министерство по развитию Арктики, этот функционал был дополнен функции Минвосток развития России. Долгожданное событие случилось. 5 дополнительных районов Республики Саха-Якутия вошли в состав арктической зоны, теперь их 13. При этом развитие Арктики остается одной из главных задач. И наша задача сделать жизнь в арктических районах конкурентоспособной, аналогичной по качеству, не хуже, как минимум, с центральными районами. Что для этого делается? Ну, целый комплекс мер. Во многом они касаются социальной сферы. Не секрет, что социальная сфера Арктики, к сожалению, отстает от центральной России. Это связано в первую очередь с дефицитом кадров. Главная проблема, главная беда арктических районов – то, что очень сложно привлечь квалифицированного врача, учителя и вообще удержать талантливую молодежь в арктических районах. Целый ряд точечных мер реализуется, таких как земский учитель, арктический учитель. С этого года будет запущена дополнительная поддержка. Мы прицельно работаем по повышению количества целевых мест в учебных заведениях, особенно по направлениям, связанным с медициной, для того, чтобы привлечь молодых выпускников вузов и наших якутских, и за пределами Якутии в арктические районы на вот эти востребованные рабочие места. При этом огромное значение сохраняет образование. Без качественного образования молодые люди не будут конкурентоспособны в современном мире. Поэтому буквально на днях мы вышли с инициативой в адрес Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, чтобы дополнительные квоты выделять на обучение наших молодых жителей именно арктических районов, в том числе особое внимание уделяем представителям коренных малых народов Севера, для того, чтобы дать им возможность обучаться в вузах и в Якутии, наших ключевых, и за ее пределами. Мы знаем, какое внимание этому уделяется на уровне правительства Российской Федерации и президента. Отдельно я хочу отметить задачи по развитию предпринимательства. В любом случае, рост экономики связан с привлечением частных инвестиций, с развитием рабочих мест вне бюджетного сектора. И здесь я хочу особо подчеркнуть значение того законопроекта, который сейчас на днях будет вноситься в Государственную Думу Российской Федерации, законопроект о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне. Согласно этому закону, все новые производства в Арктике, все новые предприятия смогут получить дополнительные преференции, аналогичные с резидентами территории опережающего развития. Это существенные налоговые льготы, это льготы по социальным выплатам, вместо 30% они будут составлять 7,6%. Это инфраструктурная поддержка, связанная с развитием коммуникаций. Важно подчеркнуть, что это дополнительный сервис, который будет доступен и крупным компаниям, которые выходят
на добычу полезных ископаемых, на переработку, так и малому и среднему бизнесу. Мы инициировали поправки, чтобы пороговое значение инвестиций начиналось с 1 миллиона рублей, то есть даже такие небольшие бизнесы, как пекарня или парикмахерская, или какой-то объект сервиса или небольшое производство смогут получить эти льготы. Уверен, что это важный и такой психологический шаг, особая поддержка предпринимательства в Арктике. Это важно и с точки зрения привлекательности ведения предпринимательской деятельности в арктической зоне. Ну и мы внимательно смотрим на инвестиционный климат, на том, чтобы сделать условия запуска собственного дела максимально прозрачными, открытыми, и на создание мотивации к созданию собственного дела у выпускников колледжей и вузов, которые в арктической зоне могут создавать вот этот драйвер развития экономики, связанный с предпринимательской энергией. Вы перечислили довольно много мер поддержки, но насколько о них знают и осведомлены сами жители арктических районов? В этом и заключается наша задача, чтобы более широко освещать. Безусловно, не все они еще, во-первых, начали работать. Некоторые вещи жители уже почувствовали на себе. Например, это обнуление ряда налогов для физических лиц, которые с 1 января 2019 года случилось. Транспортный налог, налог на землю и налог на имущество физических лиц обнулены нашим решением республиканским. Часть, конечно, нам нужно активнее продвигать. Здесь я в качестве примера хочу привести льготную ипотеку. Вы знаете, что с этого года под 2% любой житель Якутии, в том числе и арктических районах, может получить ипотеку в случае, если молодой семье обоим членам менее 35 лет, а в сельской местности в этом году будет запущен аналогичный продукт для всех жителей без ограничения возраста. Вот, например, эти вещи мало кто знает про них, я честно скажу. И здесь еще большая работа предстоит для того, чтобы максимально использовать эти меры поддержки. Это наша ключевая задача. То, что Федерация делает, те дополнительные возможности, их максимально продвигать и корректно информировать, но и дополнять нашими собственными мерами. Но хочу подчеркнуть, что в любом случае итоговый успех этих мер будет зависеть от слаженной работы всех уровней власти, начиная от Наслега и заканчивая членами правительства Республики Саха-Якутия. И это тоже одна из задач отчетов, которые сейчас проводят. Посадить за один стол в буквальном смысле этого слова, отправить на место, в поля, так скажем, членов правительства, для того, чтобы воочию, вживую прочувствовать условия жизни, договориться с главой района, с депутатами местного уровня, с главами наслегов о том, какие ключевые задачи стоят по развитию отдельно взятого района, а значит и республики в целом. Владимир Викторович, спасибо за беседу. Будем надеяться, что все наказы граждан, которые вы выслушали во время отчетов, будут исполнены. Об отчетах органов исполнительной власти в Якутии мы говорили сегодня с председателем правительства региона Владимиром Солодовым.